Пора на службу. 1 апреля во всей России стартовал весенний призыв. 155 тысяч граждан пойдут на срочную службу. Из них 1750 жителей Якутии. Уже прошли медкомиссию в Анабарском, Оленёкском улусах и поселке Айхал. Призывники проходят обследование у хирурга, окулиста и лора. Всего 7 врачей. Кроме того, сдают анализы на ВИЧ и гепатит. Как в Удачном проходит призывная кампания, смотрите далее. 3 дня городская больница принимает только определенных людей, юношей от 18 до 27 лет. Дмитрий Пущал прошел всех врачей по списку и сдал необходимые анализы. Теперь, как и все, ждет встречи с военным комиссаром. В каких войсках будет служить, еще не задумывался. Говорит, что это и не важно. Служба в армии – это физическая подготовка, что, кстати, полезно. С учетом того, чем занимается. Сейчас в основном сидим, так что полезно будет растрястись немножко. Ну и значение армии. Армия всегда нужна на случай войны. Так, война – это метод переговоров. Конечно, нежелательно, но все-таки. Так что армия обязательно. В войска из Удачного пойдет 15 человек. В соседнем поселке Айхал уже сейчас защищать родину готовы 22 юноши. Где проведут ближайший год военнообязанные, решают на комиссии, учитывая пожелания будущего солдата. Другие какие-то пожелания, претензии, есть что-нибудь? Есть? Нет. В городе Мирном мы с вами проведем сутки, и через сутки мы будем в Якутске. Предварительный род войск – это сухопутные части мотострелковых горств, город Хабаровск. Из тех, кто прошел медкомиссию, в армию пойдут не все. Например, тем, кто получает высшее образование или сам воспитывает ребенка, дадут отсрочку. Кроме того, юноши будут не так далеко от дома. Все на территории Дальневосточного федерального округа. Сахалин, Магадан, в основном вот это. Очень редко мало частей, которые уезжают в Москву, Москва, там Подмосковье, центральные районы. Мы для своего, территориально для своего округа комплектуем. Это чтобы денежный срез не травить, и наши ребята к климату привыкшие. По словам военного комиссара, в этом году стало больше годных, но не стали здоровее. В законе произошли послабления. Например, при плоскостопии 2-й степени солдат все равно идет в армию. Только ставят пометку «годен» с незначительными ограничениями. Это будет учитываться при распределении в войска, но на качестве службы не отразится.